Несмотря на то, что я здесь согласен, видимость отношений с Россией о том, что они хлебосольные и куда лучше, она есть, но для него ситуация очень сильно изменилась с 23 года. Когда в 22 году он думал, что он поймал, я не знаю, как это, Бога за бороду благодаря войне, стал главным, единственным союзником Путина. Путин ни с кем не мог встретиться, был изолирован. И тут Лукашенко для него всегда был. Сейчас мы видим, Лукашенко третьесортный союзник. У Путина есть Иран, у него есть теперь лучший друг Дональд, с Мгм. которым он готовится чаи распевать. Если, конечно, Дональд просится, но Путин пока с этим всем играет. То есть мы видим, что Лукашенко, его роль, его статус в Москве очень сильно упал. Он беспокоится, потому что до 2020 года, до 22 он всегда мог обратиться на Запад, он мог лавировать, тот же Китай. Сейчас он этого не может. И здесь главная проблема в том, что даже Китай, который, я считаю, всегда был для Лукашенко таким третьим партнером после Москвы и Брюсселя, мы видим, что я не считаю, что отношения с Китаем настолько благоприятные, как это видится политически.